Маш Дуал, Сагам Санохас. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, вы на канале Как-то так у Лейлы. Это тот же день. Ролик я еще не смонтировала, но не успела снимать. Я вам сказала, что у меня поступили заказы один за другим. Отправила в Манты. И вот теперь отправляю вот такой вот заказ. И расскажу вам небольшую опять историю. У меня был заказ с баклажанами. Я даже показываю, что вот у меня я замариновала баклажаны, посолила, поставила. Вы себе можете представить? Сейчас я их принесу. Вот, сделала салат уже, заправила все. И огурчики добавила, и помидорчик даже добавила. И вы можете себе представить. Баклажаны, вы же видели, я оставила, посолила, чтобы отошла там водичка, горечь. Я, наверное, уже лет 100, можно сказать, горьких баклажан не ела. Вот, ну, невозможно взять в рот. Они прямо вот горькие-горькие. Я думаю, я говорю, хоть бы не добавила остальное, там, помидоры с огурчиками, хоть бы спасла, не добавила. Пришлось уже делать заказчице другой заказ. Сделала огурцы по-корейски, делать было нечего. Посмотрев мой статус в WhatsApp, моя постоянная клиентка тоже захотела голубцов. И вот отправляю вот такой вот контейнер голубцов для нее. А аджику я ей отправляю бонусом. Вот как-то так, друзья. Снимать тоже было некогда. Такси уже едет. Заказ был быстрый. Ну вот. Озюраж. Ну вот, мои дорогие, это уже следующий день. Вчера я ролик выпустила. Поснимала конечный результат того, чего я делала. Заказов. Не получилось вчера. Очень хотелось снимать. Но не получилось, потому что один за другим заказы. И по времени надо было успевать. Поэтому, друзья, не получается. И как назло... Так, меня пока не будет в кадре. И как назло у меня голос никак не возвращается. Ибрагим заболел. Думала, хоть на выходные, может быть, он как-то поснимает, когда идет процесс у меня этих... заказов. Сильно заболел. Вчера отправила его к врачу, хотя и был выходной, к платному врачу. Выписали ему и антибиотики, много чего, короче говоря. Лучше сейчас не болеть, потому что препараты и врач обошелся вчера Ибрагиму аж в 5000. Так, ну ничего, лишь бы ему было легче. Так, у меня стоит телефон, как вы видите, смотрю свою подругу Зинаиду Копьеву всегда. Когда я что-то делаю, я всегда включаю ее. Вот. Очень мне нравится ее канал. Если что, заходите, девочки. Это не она почти каждый в своем ролике меня тоже упоминает. Это у нас не реклама, не коллаборация, ничего. Просто мы действительно друг друга очень уважаем, любим. И даже стараемся помогать по мере возможности друг другу по каналу. Так, значит, сейчас я быстро смажу тестомес. Мне нужно сделать манты. Сегодня у меня такой, как бы, можно сказать, загрузочный, хотя у меня все дни как-то загрузочные. Дело в том, что сегодня мне надо поехать вообще-то на 3 свадьбы. Но на 3-ю свадьбу мы сказали, что не поедем. Просто не успеем по времени. Отправили денежку. А 2 свадьбы мне все-таки нужно посетить. Поэтому сейчас раннее утро. Я уже с 4:30 на ногах, но уже, как сказать, раннее утро, 7 часов. И представляете, только сейчас начинаю работать. Хочу немножко, хотя бы немного с килограмма мяса сделать фарш. Ой, манты. Уже заговариваюсь, как Павел Немоляев говорит. Так, и про Зинаиду Копьеву, друзья. Это прекрасная женщина. Она пишет стихи, она пишет песни, она поет свои песни. Кому-то очень не нравится ее голос. Но я просто обожаю ее голос, честно вам скажу. Обожаю, как она поет сама свои песни. Ее даже приглашала, и она была у Малахова на передаче. И посмотрите, если хотите, она так себя там красиво ведет. Это вообще что-то, как будто бы она всю жизнь снималась на этой передаче. Ну ладно, продолжаю про себя. Я знаю, что Зиночка меня смотрит. Привет тебе, моя хорошая. Я тоже смотрю уже 2-й ролик ее. Значит, что, встала, как я сказала, но я позавтракала. У меня сегодня была каша из кукурузной муки, но не снимала. Сейчас я тут варю им гречку своим на завтрак. Чуть-чуть попозже будут кушать. Что дальше?
Сделала, успела две стирки. Ну и пока там в комнатах прибралась, пока постель застелила, была вчерашняя стирка уже высохшая, подровняла их. Короче, работы, вот этой вот волокитной работы много по дому, сами знаете. Так, выпила чаю тоже уже, успела и чай пить. Вот какой я пью чай. Так, сейчас как бы показать вам его. Видите, он с такими вот фрукты тут добавки. Очень вкусный, ароматный и никакого сахара не надо с этим чаем, чаинку, муку. Так, ну что, и вот прежде чем я поеду, выходит замуж двоюродного брата моего мужа, дочка. И выходит замуж, короче, получается, моей снохи, вот братова жены, сестры дочка, Захлышких Есса и Мершич Юдочьих Есса. Это на нашем. Короче, 2 свадьбы мне надо посетить. Обе девочки выходят замуж. 3-я свадьба была женитьба, но туда я не успею. Но это дальние родственники. Я отправила им денежку. Вот так вот. Все, приступаем. Значит, у меня тут очень много. Даже вчера у меня было сообщение на WhatsApp, где можно, все ролики пересмотрела, не нахожу ссылку на тестомес и тестораскатку. Девочки, вы, не знаю, все знаете или не знаете, дело в том, что я ни тестомес, ни тестораскатку не рекламировала как таковое, просто я ее себе купила и просто показываю, поэтому у меня есть под одним роликом, он так и называется «Мои помощники, тестораскатка, тестомес», и там есть... Надо будет мне как-то это сообразить, чтобы Ибрагим ставил эту ссылку, потому что у нас уже есть ноутбук. Вот так вот, и свет выключили. Ну, иди теперь работай. Так, надо будет включать генератор. Мои подружки все-таки, друзья, постарались, чтобы я работала. Сейчас скажу, чтобы генератор включили. Ну вот, и свет есть, как видите. Девчонки, огромное-огромное вам спасибо. Я каждый раз, как только у нас выключает свет, а это бывает очень часто у нас, я благодарю вас. Я и в личку им всегда, ну не всегда, иногда говорю об этом, что это просто, я не знаю, такой помощник для нас. Так, мясо, вон, как видите, у меня поставила, вынула из морозилки. Ну, конечно, из такого количества мяса я не успею сегодня что-то сделать. Но оно разморозится, пока я приеду. Мне надо работать. Завтра я хочу, скорее всего, точно не знаю, пригласить к себе в гости своих заловок. Поэтому сегодня надо что-то приготовить, подготовиться к завтрашнему. Не знаю, приедут ли девочки сегодня, точно не знаю, но завтра, наверное, они приедут. Но точно еще не решено. Посмотрим, в какой день. Вроде бы я сказала в понедельник, потому что в понедельник моя заловка старшая дома, не на работе. Как-то под нее хочется подстроиться. Хотела в ту пятницу пригласить, но в ту пятницу я настолько была больная, что не смогла. Так, значит, у меня, если что, 2 килограмма муки. Если месить руками, то, конечно, лучше литр воды. А я наливаю 900 миллилитров, потому что, как вы видите, мой тестомес, это прекрасно с ним справляется, и тесто бывает таким хорошим, крутым. Но вручную я просто недавно, сегодня как-то разговорный получится ролик, несколько дней тому назад у меня был срочный заказ галушки, наши галушки с нашей подливой и с курочкой. И у меня весь... С этим микрофоном всегда проблема у меня. Неаккуратный я человек, да? Проводной всегда мешает. Надо как-то купить все-таки беспроводной. Стол был заставлен всеми там и готовкой, и своими вещами. Негде было поставить ни тестомес, ни тестораскатку. Ну, думаю, ладно, галушек немного. Замешу вручную, чтобы там убирать со стола, все что-то делать. И взяла и начала месить тесто. Так... То петухи вас приветствовали, то теперь котенок. Мамаша сняла одного с чердака. Сейчас занесла его. Молочка немножечко попил, но дикий. Фырчит. Так, значит, сейчас не помыла руки после котенка. Как я сказала, 2 килограмма муки, 900 миллилитров воды.
столовая ложка соли и 4-5 столовых ложек растительного масла. Так, дело в том, что... И вот, как я говорила, начала замешивать это тесто. Я же давно вручную не замешиваю. Опять с микрофоном проблемы. Я давно не замешиваю тесто вручную. И вы не представляете, как я с трудом замесила это тесто. Так что тестомес это просто, вот просто я не знаю что. Так, котенок мне, конечно, уже не дает работать. Хоть дверь закрою. Так. Так что, если есть возможность, даже если не работаете на, как бы, не готовите на заказ, то покупайте, если есть возможность. Конечно, когда я покупала этот тестомес, стоил 11 тысяч. Но сейчас, по-моему, девочки говорят, то ли 15 тысяч за него просят, то ли 13 тысяч. Я точно не могу сказать, но не 11. Так, все, поехали. Да, и вы знаете, я покупала, именно тестомес покупала в Чечне. Мне привезли, даже я не ездила, мне его привезли, доставили, за доставку только 300 рублей. Но вот девочки мои, подписчицы многие, покупают в интернет-магазинах. Даже я многим рекомендую интернет-магазин, потому что здесь уже отсюда пока пересылка, то все, они у них накручиваются. Поэтому на сайтах, посмотрите в интернет-магазинах, они есть везде, на сайтах и на Озоне, на Валбересе, я не знаю. Просто даже вот забейте тестомес и тестораскатка. Так, моя, сейчас я вам покажу. Food Atlas, да? Но я сейчас покажу вам, чтобы было видно. Сейчас, минуточку, со штатива. Так, вот. Вот, это тестораскатка. Но тестомес у меня ксин-ксин. Но и тестомесы бывают... Так, как бы мне приноровиться. Вот. А вот тестомес ксин-ксин, как видите. Если что, вот поищите. Просто забейте в Google и найдете. Так, ну что, поехали. Значит, муку я засыпала. И да, были вопросы, на сколько килограмм этот тестомес. На 2 килограмма муки. 3 килограмма теста получается в готовом виде. Так, все, включаем. Столовая ложка прямо с горкой соли. Даже можно чуть-чуть побольше. Так. Растительного масла. Сначала нальем воду. Муку не сразу всю. Нужно 1,5 килограмма сначала. Раз, 2, 3, 4, 5. Ну, котеночек. Один на чердаке пищит. Целую ночь пищал, не давал спать. Это мамаша какая-то непонятная. Так, теперь досыпаем муку. Вот эти вот 2 кошки, которые у нас живут, вот так вот окатятся, вот до возраста, но они такие, ты знаете, ну как спиалочка, наверное, котеночек маленький. Потом они почему-то его бросают, их бросают. Уже 3-й, 4-й вот помет у них такой, который они бросают, за ними не смотрят, и они пропадают. Хоть я и стараюсь за ними смотреть, но они получаются очень дикими, не подходят, не кушают. Вот сейчас молочка тоже немножко налила, вроде бы немножко попил молочко. Так, все. Теперь минуты 3-4 с закрытой крышкой, и потом минуты 2-3 с открытой крышкой надо замешивать. Тем временем я сейчас быстренько нашинкую лук, вернее не нашинкую, а своей овощерезкой тоже от подписчицы, которая подарила. Так что у меня очень много вещей от моих подписчиц. И да, я хочу еще показать, я купила мое приобретение. И, девочки, у вас тоже лук такой дорогой? У нас лук стал прям золотой-золотой. Перед праздником он подорожал, до 80 рублей килограмм был. Даже говорят, я правда сама не видела, но говорят девочки, что даже до 100 рублей килограмм доходил последние дни перед праздником. А сейчас он стоит 75 рублей, представляете? Это что-то, такого дорогого лука у нас никогда не было. Ты что, поймай его? Ты в коробку его посадил? Да? Так, сын в коробку посадил.
котеночка. Так, купила я, интересно, будет шумно, наверное, но ничего, микрофон же у меня. Купила себе, хочу похвастаться, приобретение такое у меня. Так, сковорода Лейла Кандышева. Купила сама, девочки. Сковорода очень дорогая, ну, очень дорогая, не очень, но дорогая. Так, по-моему, фирма называется Happy Go, да? Корейская. Тут, короче, она 32 сантиметра в диаметре. Состав: алюминий, бакелит, нержавеющая сталь, титановое покрытие. Срок годности не ограничен. Очень рекламирую, девочки наши, вот, что я таппервеевскую посуду покупаю, вот там, что посуда очень качественная, хорошая. И я все-таки не удержалась и купила себе одну сковороду, хотя нужно было купить, там был набор сковородок вместе с крышкой, но я пока купила одну только. Что я не могу открыть. Не могу открыть. Не знаю. Я попользуюсь и вам скажу, потому что меня многие спрашивают про кастрюли, про сковородки, какого качества, какие лучше. Про кастрюли пока ничего не могу сказать, потому что те кастрюли, которые я себе купила, ну, в принципе, они хорошие, но мне не очень-то нравятся. Так, эта сковорода стоит 8 с чем-то, короче говоря. Вот такая вот сковорода. Она довольно-таки большая. Вот из серии «Бриллиант» она называется. Не знаю, посмотрим, как она себя поведет, девчонки. Я радуюсь. Любая женщина же радуется приобретению посуды. Вот я радуюсь, что купила такую сковороду. Надеюсь, она будет хорошая. Потому что до сих пор мне нормальные сковородки не попадались. Но посмотрим, как будет она, как она себя поведет. Вот лишь бы она вот тут, и терпеть не могу, когда вот это вот все покрывается черной этой. Хоть и моешь, хоть и все, но все равно. Но скорее, но не скорее, но, конечно, заказы на нем делать я не буду. Потому что именно из-за заказов у меня очень много портится посуды. Так, ну все, девчонки, пошла чистить лук. Так, сейчас специально посмотрела, сколько же я за нее заплатила. Нет, я за нее заплатила 7150, но, по-моему, сейчас она чуть-чуть дороже. Тогда более-менее была какая-то акция, по-моему. Ну и сейчас она не очень дорогая. Ну, в смысле, не на очень дороже. Короче, 7150. А вот недавно я покупала сковородку за 4300. И я и Танзила купила. Я свою выкинула. Только крышку оставила, а сковородку выкинула. Представляете, 4300. Потому что все прилипало. Если там что-то на ней жарить, с одной стороны оставалось белое, с другой стороны подгорало. И я разозлилась и выкинула эту сковородку. Так, и вот видите, уже теперь я все открыла крышку, и тесто будет меситься с открытой крышкой. Кто-то мне, еще раз повторюсь, кто-то мне писал, что у них нагревается вот этот вот элемент, мотор, где мотор, но за то время, что месится это тесто, он не нагревается. Ну, если, конечно, много-много месить, наверное, нагреется. Просто нужно дать отдохнуть. Это же все-таки не огромный тестомес. Пускай вот одно тесто замесил из 2 килограмм муки. Ну, дайте ему минут 10, 15, 20, пока вы из этого теста что-то делаете. Дайте ему отдохнуть. Но если так много месяц, значит, у них производство или еще что-то побольше. Поэтому лучше покупать помощнее тогда. Видите, какое тесто получается? Все, оно уже готово, и больше даже и месить не надо. Я его выключаю и на минутку просто оставлю, пока здесь минут 4-5 закрытая крышка. Ну, вот мяукает котенок. И я вот начала чистить лук. И хочу вам сказать одну вещь. Ну, я не знаю, как там за пределами нашей республики, но у нас вот продают, вот просто я совет вам хочу девочкам дать. Вот в таких вот сеточках, побольше в таких сеточках, не в больших, где 30 килограмм, а вот именно вот таких вот, они называют, что это 5-килограммовые, и есть 8-килограммовые, но учтите, что никогда в жизни вот в этом мешочке 5 килограмм лука не помещается. Вот, я попросила Ибрагима позавчера, когда он ехал с учебы домой, чтобы он мне купил 5 килограмм лука. Он подошел, сказал, что никогда в жизни Ибрагим мне ничего не покупал. Ну, вот такое. На рынках, я имею в виду. В магазине, да, он в магазин ходит, покупает что-то. И он сказал, дайте мне 5 килограмм лука. Ему дали эту сеточку по цене 5 килограмм.
А я говорю, почему ты сеточку купил? Я говорю, ну ты же говорит, сказала 5 килограмм. Она мне, говорит, сказала, что там 5 килограмм лука. Я говорю, там никогда в жизни нет 5 килограмм. Но я это знала просто. Он говорит, как? Я говорю, ну вот так вот. Положили на весы, там даже 4 килограмм не было, 3 800. А заплатил он за них по 75 рублей за килограмм, как будто бы там 5 килограмм лука. Представляете? Поэтому, если кто-то покупает, обычно у нас по дорогам стоят вот такие, в таких сетках продают. И обычно покупают мужчины, когда едут домой, там женщины заказывают, и они покупают. Пускай лучше купят килограммами. Как-то я тоже ехала по дороге, остановилась, чтобы купить лук, подошла, и я говорю, дайте мне вот столько-то лука. А женщина предлагает, ну, продавец предлагает, возьми сеточку. Я говорю, не хочу я сеточку. Вы можете мне взвесить лук? 5 килограмм там или 4 килограмма, ну, сколько мне нужно. Прям такая недовольная взвесила мне лук, вот, представляете? Вот так вот, друзья. Ну, еще, это же, конечно, и за сеточку берется, но сеточка же не такая, не настолько дорогая, чтобы аж 1,5 килограмма лука по цене. Сеточка стоит, по-моему, то ли, ну, максимум 5 рублей была она когда-то, сейчас пусть будет даже 10 рублей. Но не все же 75 и еще больше получается. Так что, если кому-то интересно, не покупайте лук в сеточках. Всегда покупайте его килограммами. Хотя это просто удобно. Взял сеточку и пошел, да, удобно. Но переплачиваете. Так, ну что, мои дорогие, лук я уже вот этим вот не стала снимать. Вот такая вот овощерезка у меня. Очень хорошая. Если найдете, купите. Вот. Это мне подарок от моей подписчицы. Так, Танзила мне написала «ма» сегодня. Буквально. И дальше ничего. Что, оказывается, я не отправила сообщение. Танзила, что? Это проверка связи, наверное, у нее, да? Так. Так, сейчас выйдем тесто отсюда. Уже немножко перемесим. И вынем. Значит, сюда я добавила, это мясо у меня совершенно постное. Вы знаете, что всегда я покупаю постное мясо. Стараюсь покупать, как бы стараюсь, у меня уже постоянно один, ну, мясник. Она, муж с женой, короче говоря, общаюсь я всегда с женой, поэтому одна хотела сказать. И я даже сама не езжу, я ей заказываю, и сын привозит. И я ее всегда прошу, чтобы она мне прислала именно мясо с шеи, шейную вырезку. Не всегда, конечно, это получается, но когда у нее есть, она ее присылает. Потому что мясо с шеи, оно самое мягкое именно для фарша. Вот. И добавляю 200-250 грамм жира отдельно, говяжьего жира, друзья. И вы знаете, мне в комментариях под давнишними еще роликом, где я делаю манты, было написано, что это не манты, что это типа издевательство, что манты нужно обязательно, чтобы были из рубленого мяса. Посмотрите узбекские каналы, много чего. Ну, друзья, мы знаем, что за узбекскими мантами я, конечно, не угонюсь, мне кажется, хотя я их никогда в жизни не ела, не видела, как готовят узбеки, но слава о том, что узбекские манты вкусные, всегда была. Не знаю, но у нас тоже есть из рубленого мяса манты, но у меня их практически не заказывали ни разу, поэтому я их и не готовила. Но хочу тоже в свое меню сделать их, никак не доходят руки, именно из рубленого мяса, но они будут дороже, чем из прокрученного мяса. Вот, ей, по-моему, я недавно говорила, или в том, да, вот перед этим ролик был, что манты мне заказали, чтобы лук тоже был прокрученный через мясорубку. Но когда лук прокрученный через мясорубку, признаюсь вам честно, немножко получается, что прибыли у меня бывает меньше. Раз я работаю, я вам скажу, что по количеству мант уже получается меньше, если лук прокрученный через мясорубку. Но это бывает крайне редкий заказ, поэтому цену я на такие манты не накручиваю больше.
А так, в принципе, мы сейчас цену на манты подняли на 20 рублей. Они у нас стоили 400 рублей за килограмм. Сейчас они стоят 420, потому что стоит лук очень дорого. На килограмм фарша у меня уходит килограмм лука. И, представляете, самое дорогое он у нас был 40 рублей. Стоил лук килограмм. А сейчас он стоит 75-80. И вот насколько это подорожало. Поэтому пришлось поднять цену, хотя я еще лично сама своим клиентам не поднимала. Уже Танзила, правда, прайс-лист переделала. От нее, кто приходит, они уже знают, что дороже. Но почему-то вот для своих клиентов у меня просто язык не поворачивается сказать, что они дороже. Вот так вот, друзья. Так, это сейчас я быстро отставлю. И, скорее всего, сейчас просто перемешаю фарш и уже не успею лепить. Потому что уже время, пока все это происходило, занялась другими делами. Уже 8:23. Я пошла собираться на свадьбу. Сейчас быстро перемешу, поставлю в холодильник. Тесто тоже положу в холодильник. Приеду, буду дальше лепить. Вот как-то так, друзья. Запись. Я Юль, ما ينسى запись. Юля, не Юля, желательно. Ага, все. Я бас макамдеш. Пока снимать это. Так, мы уже на свадьбе. Свадьба в ресторане. К сожалению, я не занесла свой телефон. Снимаю телефон снохи. Поздой его снимать, Хаба? Да тебя снимать. Так, мы приехали рано, потому что, как я сказала, нам еще нужно несколько свадеб посетить. Я оставила. Я думала, я не буду снимать. Решила.
собираются потихонечку. Так. Так, с одной свадьбы на вторую, но уже тут я попозже, поэтому получилось так, что и невесту уже забрали, а это мои заловушки. Ну, чай, Луиза уже, ахай, нехай, не. Да, я поставила, не получилось. Так, теперь на 2 свадьбах уже побывали, едем на 3-ю свадьбу. Все-таки не получилось не побывать и на 3-й свадьбе. У нас начался сезон свадеб. Сегодня уже 4-я свадьба, в принципе, на которой мы должны были бы быть, но уже едем на 3-ю свадьбу. Все 3 девочки выходят замуж.